Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия вперед». В студии Надежда Саханская. Сегодня глава Якутии Айсан Николаев подведет итоги работы за первый месяц 2025 года. Добрый вечер, Айсан Сергеевич. Здравствуйте. Вчера дали старт году защитника Родины, а в целом на этой неделе еще и прошло планерное совещание. Вы его начали с теста на знание истории России и Якутии. На заседании также Координационного совета по патриотическому воспитанию вы озвучили решение о внесении изменений в закон. В частности, закрепить там понятие «патриотическое воспитание». Вот, казалось бы, такое простое словосочетание, но оно ведь имеет какое-то особенное значение в наши дни. Конечно же, вопросы воспитания патриотизма, особенно среди подрастающего поколения, это тот вопрос, который должен нас всех волновать. К сожалению, в 90-е годы воспитательная роль и в образовательных учреждениях, и вообще в целом вопросы патриотизма, они ушли куда-то на задний план. Был период, когда даже это считалось, знаете, каким-то совсем уже устаревшим понятием. Даже наш закон, который вы правильно подметили, мы обсуждали на Координационном совете по патриотическому воспитанию о молодежной политике, он был принят уже еще в 1998 году, и вы знаете, в нем нет понятия патриотическое воспитание. И поэтому, конечно, ряд тех нововведений, изменений, которые мы предложили в этот закон внести, они связаны как раз именно с патриотическим воспитанием молодежи. Еще раз говорю, это крайне важно, потому что именно воспитание в духе патриотизма, в духе наших духовных традиций, на основе нашей политики, которая привела к развитию нашей страны, нашей республики, политики, которая объединяет весь многонациональный народ и нашей страны, и нашей республики, должна двигаться вперед наша страна и Якутия. И, конечно же, наши враги, на самом деле, они спят и видят, как Россия развалится, как проблемы будут и межнациональные проблемы будут именно в вопросах, связанных с объединением людей, объединением страны. Они, конечно, этого не дождутся. Наш народ сейчас еще более объединяется, он сейчас, наоборот, един как никогда за последние десятилетия. Но не стоит здесь расслабляться, надо идти вперед. И именно поэтому будут приняты изменения в наш закон о молодежной политике. Принимаются решения, связанные с проведением года защитника Родины у нас в Якутии, года защитника Отечества в целом в нашей стране. Здесь тоже большая работа предстоит. И тот же тест, который вы сказали, истории, который мы провели, как раз с Игорем Юргиным, нашим министром молодежи, героем России, обсудили его проведение. Я попросил вопросы подготовить, сам их потом отредактировал. Вопросы вроде бы простые, но хотя многие в основном правильно ответили на большинство вопросов, но ведь многие на простые вопросы тоже есть ошибки. Если руководство правительства и администрации не знает ответов на вопросы такие связанные с историей Великой Отечественной войны, с нашей новейшей историей, связанной со специальной военной операцией, то думаю, что и большинство населения тоже есть вопросы по некоторым таким направлениям. Здесь, конечно, поэтому, еще раз говорю, не надо думать, что все знают, это же так понятно, зачем это объяснять. Нет, надо объяснять, надо рассказывать, надо показывать это. И особенности это важно в этот год, в год 80-летия нашей Великой Победы. В общем-то, как говорил классик, чтобы поняли и чтобы помнили. Я думаю, что в вопросе патриотического воспитания не последнюю роль еще играют и педагоги. Одно из главных событий этого месяца – это январское совещание работников образования. В этом году главная тема – это профильное обучение. Какие задачи поставлены сейчас перед педагогами, которые собирались на совещании в этот раз? Становится доброй традицией, когда январское совещание работников образования проходит у нас в креативном кластере «Квартал труда». Я с удовольствием его посещаю, всегда выступаю, и у меня, знаете, январское выступление всегда достаточно критическое, оно говорит о тех проблемах, которые я вижу в системе образования, на что нам всем надо обратить особое такое внимание, и не только учителям, но и всему нашему обществу. Конечно же, вопросы профильного образования — это важнейшие вопросы. Ведь от того, насколько правильно наши ребята
обучающиеся сегодня в школах, в колледжах, в вузах, сделают правильный выбор в своей жизни, насколько они будут овладевать теми или иными знаниями, тем или иной специальностью, зависит их будущее, а значит будущее нашей Якутии. Меня, конечно, тревожит, наверное, так же, как и многих других жителей республики, то, что в последние годы все меньше детей у нас в республике сдает профиль по ЕГЭ, профильную математику, физику, химию. Это говорит о том, что мы в будущем будем иметь серьезные проблемы по тем же инженерным специальностям. Мало стало детей сдавать профильную информатику. А ведь мы последние годы известны далеко за пределами уже России, даже как регион, где активно развиваются IT-технологии. А как IT-технологии будут развиваться, если у нас школьники, при том, что подавляющее большинство родителей вот профессия номер один для своих детей считают профессию, связанную с IT-технологиями, они не будут знать и не будут сдавать профильную информатику. Конечно, здесь надо ситуацию менять достаточно быстро, кардинально. Я считаю, что многое сегодняшнее руководство Министерства образования и науки делает, и руководство правительства, но надо действовать еще более быстрыми темпами. И, конечно, здесь нужна и поддержка со стороны учительского сообщества, успокаиваться, считать, что у нас все замечательно, все хорошо, никак нельзя. У нас не все так хорошо. Я считаю, у нас должно быть еще лучше. Вот. И надо делать для этого быстрые, очень ясные, четкие шаги, связанные в том числе вот и с работой с научными организациями. Я считаю, что каждый наш научный институт, каждый вуз, они должны, конечно же, иметь свои подшефные классы, подшефные школы. И не только одну, например, ну, вот наш Северо-Восточный федеральный университет, он вообще в целом должен покрывать сразу всю нашу республику. У нас сегодня в республике 26 профильных классов от крупнейших наших компаний, от Алроса, Роснефти, заканчивая Саханефтегазсбытом и Якутсгеологией. Но я считаю, что этого недостаточно. Их должно быть на порядок больше. И задачи такие ставятся. Будем делать все, чтобы образование в нашей республике становилось лучше, качественнее, чтобы наши дети получали хорошее образование, хорошее воспитание и в будущем, конечно, становились уже настоящими специалистами, настоящими патриотами, которые будут двигать вперед нашу Якутию и нашу страну. С заботой о детях еще и открытие катка крытого в микрорайоне Звездном. В общем-то, строительство объектов ведется в Якутии активными темпами. Что в ближайшее время планируется ввести? Знаете, я очень рад, что у нас в Якутии постоянно сейчас мы уже вводим крупные, такие достойные объекты. Тот же вот крытый каток у нас в Звездном, в новом микрорайоне, он построен как раз в рамках программы комплексного развития территорий. Мы строим этот микрорайон не просто как место, где достаточно большое количество жилья строится, в том числе для переселенцев из аварийных домов города Якутска, но и как место, где у нас сразу заложено сегодня и строится школа, детский сад, вот уже построен, введен каток большой, и это не просто каток, там еще замечательный спортивный зал, отдельная первая в истории у нас в Якутии отдельная специальная дорожка для керлинга, для занятий керлингом. Вот. А в скором времени начнется строительство поликлиники. То есть микрорайон у нас получит уже на выходе полностью обеспечен будет социальной инфраструктурой. Вот то, чего нам раньше здесь в Якутске все-таки не хватало, когда сначала строили жилые дома, а потом мы уже догоняли через строительство инфраструктуры социальной. И вот здесь у нас все строится одновременно. И, конечно же, такие примеры будут и дальше у нас в республике. Я рад, кстати, что вот когда я заходил на каток, это был день рождения мой, позвонил президент, мы с ним так по-доброму поговорили, и вот он попросил поздравить детей, которые собрались на катке как раз с его открытием, пожелал Якутии дальнейшего развития, ну и, конечно, нашим детям всего самого хорошего. Тоже такой хороший знак для нашего Якутска, для нашей республики. Конечно же, в этом году у нас будет много объектов открываться. Планируем порядка 59 крупных социальных объектов. Это и 12 школ, 3 крупных детских сада. Много объектов здравоохранения мы ожидаем в этом году. Это и крупные больничные комплексы, и фельдшерские, акушерские пункты, и врачебные амбулатории. Вообще, я считаю, что очень хорошо, что здравоохранение мы тоже меняем ситуацию именно с точки зрения первичного звена уже
гораздо больше делается, нежели чем это было еще несколько лет назад. Много открывается объектов физкультуры и спорта, и, конечно, то, что и меня радует, и жителей, открываются новые замечательные учреждения культуры, потому что народ, который идет вперед, республика, которая идет вперед, конечно же, обязательно должна быть духовно развитой, и как раз учреждения культуры в этом нам помогают. Вот в феврале месяце у нас 2 таких хороших объекта культуры в сельской местности, в Верхневлюйском улусе, в селе Харбалах, на родине Исидора Никифоровича Барахова будет открыт центр культуры большой его имени. А в селе Алтан Самгинского района тоже замечательный, хороший дом культуры, который построен по программе «Комплексное развитие сельских территорий». Поэтому объекты строятся, вводятся, и уверен, что так и будет дальше в нашей Якутии продолжаться. Давайте поговорим еще немножечко о будущем, потому что на днях свой юбилей отметил Мирнинский район. Вы ездили лично, поздравляете жителей с таким знаменательным праздником. А вот с чем вы связываете будущее района, помимо того, что район общепринято называть промышленным, поскольку там есть алмазодобыча? Мирнинский район — это флагман развития нашей республики. Сегодня более 25% нашего, и без того такого, знаете, маленького, достойного валового регионального продукта свыше 2,5 триллионов рублей. Вот так вот более 25% создается именно в Мирнинском районе руками его жителей, трудящихся. Конечно, я счел своим долгом обязательно посетить их в день 60-летия района и поблагодарить и ветеранов наших, которые создавали город Мирный и другие города и поселки Мирнинского района. Тех, кто сегодня кует трудовую славу Мирнинского района. Поблагодарить их за активное содействие, помощь в развитии нашей республики. Сейчас в Мирнинском районе много делается в части социального развития. Здесь было определенное запаздывание в свое время. Сейчас мы нагоняем. И вот тот указ, который я подписал в 2022 году о социально-экономическом развитии Мирнинского района до 30 года, он активно выполняется. Сегодня уже свыше 14 миллиардов рублей из федерального и республиканского бюджета за эти годы направлено на реализацию тех проектов, которые там были заложены. Их много, начиная от строительства нового аэровокзального комплекса, аэропорта в целом Мирный, а он обещает быть, наверное, лучшим у нас в республике. Я вот сейчас тоже посетил стройку, посмотрел, провели совещание, и видим, что просто замечательный аэропорт появляется, замечательная взлетно-посадочная полоса строится. Заканчивая уже строительством объектов культуры, социальной направленности в наших маленьких населенных пунктах. Например, вот в Тасюряхе в этом году уже стартует строительство крупного многофункционального культурно-спортивного центра, который будет строить фонд будущих поколений на пожертвования от компании «Роснефть». Район идет вперед. И вот я недавно упомянул «Роснефть». Если раньше и до сего времени мы связываем настоящее, прошлое Мирнинского района с алмазодобычей, и я уверен, что и последующие десятилетия алмазодобыча будут занимать очень достойное место в промышленном развитии Мирнинского района и нашей республики, то сейчас, конечно, и нефтегазовая отрасль активно развивается, и в скором времени, да уже и сегодня она играет очень значительную роль и в развитии района, и в развитии нашей республики. Январь был в Якутии аномально теплым. Как сказывается это на жизнеобеспечении, поскольку вы на заседании КЧС предположили, что такая погода может повлиять еще и на прохождение весеннего паводка? Конечно, у нас аномально теплый январь. До Рождества было холодно, скажем так, был период так, а потом аномально теплая погода приходила. За многие десятилетия такого января у нас в Якутии не было. Конечно же, это вызывает у нас опасения. У нас же в Якутии или слишком холодно плохо, или слишком тепло плохо тоже, да, зимой. У нас есть проблемы и определенные по зимникам. У нас раньше начался период, знаете, таких метелей. И вот сейчас очень сильные ветра, тоже аномально сильные ветра прошли по Усьянскому району, по Булунскому району. Поэтому мы сейчас особое внимание уделяем досрочному завозу грузов, чтобы все груза были доставлены по зимникам. У нас по многим ледовым переправам мы сейчас видим, что толщина льда ниже нормы, которая обычно в это время складывается.
И может быть такое, что зимники будут закрываться раньше, чем было у нас еще прошлые годы. Конечно же, есть вопросы и по паводку. Здесь пока, правда, снеговой запас у нас все-таки не превышает норму по большинству районов, но все равно с учетом размеров Якутии, с учетом наших особенностей климатических, природных, мы, конечно, ожидаем, что паводок будет далеко не простой. Вот. Поэтому, конечно же, мы должны быть готовы к любому развитию ситуации. Сейчас определенные уже указания даны. Я провел комиссию по ЧС республики как раз по подготовке к паводку. Будут проводиться и традиционные работы по зачернению льда, по распиловке. На некоторых участках впервые будут работы проводиться. Ну и, конечно же, вот готовность гидротехнических сооружений, готовность муниципальных районов к оборудованию пунктов временного размещения людей, к пунктам отгона скота будет тоже в этом году повышена. Вот мы помним, что при наводнении прошлого года, например, в ряде населенных пунктов скот не был отогнан, и у нас порядка 500 голов крупного рогатого скота и лошадей погибло при паводке. Вот, конечно же, мы не должны такого более допускать. А уже в начале февраля будет ровно 2 года с того, как стартовал проект, инициированный вами, «Мобильные доктора». В прошлом году, кроме арктических улусов, был еще охвачен ряд труднодоступных населенных пунктов. Будет ли география проекта расширяться дальше? Программа по мобильной медицинской помощи, мобильным докторам, она очень положительно воспринимается населением. Вот везде, где они поработали, я слышу только хорошие, добрые отзывы. Вот, спасены, на самом деле, без громкого преувеличения, сотни человеческих жизней, потому что в ходе этих обследований у людей на ранних стадиях были выявлены тяжелые болезни, начиная от онкологии, заканчивая сердечно-сосудистыми заболеваниями. И благодаря оперативно принятым мерам люди и выздоровели, люди сейчас уже получают лечение, то есть уже живут. Так? А, к сожалению, вот эти болезни, они, конечно, могли бы их и забрать из жизни. И, безусловно, в целом, я считаю, что охват медицинской помощью, диспансеризацией, профилактикой наших труднодоступных территорий, он значительно вырос. Особенно вот в арктической зоне, где у нас и в прошлом году, и в позапрошлом году полностью были уже охвачены все арктические поселки. Вот. В прошлом году еще также попало под эту программу 57 населенных пунктов труднодоступных уже в других районах, и в южных, и в восточных, западных. В этом году география еще будет расширена, еще есть труднодоступные поселки, есть много заявок от районов, в том числе вот и центральной и у нас и части республики. Мы будем их всех охватывать. И вот сейчас уже эти бригады постоянно выезжают, работают. Вчера встречался как раз с главой Нижнеколымского улуса, и как раз там сейчас мобильная бригада работает. Он тоже передавал слова благодарности за большую работу, которую мобильные доктора проводят на территории Нижнеколымского улуса. Ярослав Алексеевич у нас Бандеров недавно стал главой, но вот уже видит, насколько позитивно меняется и настроение людей, и здоровье людей благодаря вот появлению таких мобильных бригад у нас. При этом хочу отметить, что с прошлого года у нас начало работать также и направление мобильной хирургии, когда специализированные бригады хирургов из Якутска выезжают в наши населенные пункты, в города, в районные центры, и там на месте проводят операции. Причем такие высокотехнологичные операции, там, где есть такое специализированное оборудование. Это помогает, конечно, людям не выезжать в Якутск, порой за пределы республики, получать вот эту высокотехнологичную помощь, тратить деньги, тратить здоровье, в конце концов испытывать стресс, а уже у себя на родине после проведения хирургической операции уже реабилитироваться, выздоравливать. Тоже сотни операций проведены, результаты очень хорошие, опыт признан положительным, и он тоже будет у нас продолжаться. Александр Сергеевич, впереди еще и ежегодное мероприятие, традиционный отчет правительства республики. Некоторые наверняка задаются вопросом, зачем проводить их очно, когда можно, например, обойтись другими форматами. Тем более, что в пандемийный год такая практика уже применялась. Вот каково ваше мнение на этот счет? Отчет правительства у нас начнется уже буквально в ближайшие дни в районах республики.
Знаете, это обсуждение, оно и у нас с коллегами было так. Многие коллеги считают, что можно было бы вот как раз через видеоконференц-связь проводить, меньшими расходами обойтись. Но вы знаете, я же получал и получаю много обращений от наших жителей, причем самых удаленных населенных пунктов. Для многих из них это вот единственная возможность живую обратиться к руководителям правительства, там, председателю правительства, зампредам, министрам с той или иной просьбой, рассказать о своих проблемах. И это очень для людей важно, именно вот личное такое общение. Видеоконференц-связь, конечно, это хорошее дело, хорошее достижение, оно важно для текущей оперативной работы, так, но вот с точки зрения такого, знаете, хорошего общения, понимания проблем, оно, я считаю, недостаточно. Вот тот же пандемийный год, было много жалоб от людей, что вот, да, конечно, мы понимаем, да, вот поэтому ВКС, но все-таки я вот хотел высказаться, а там было коротко, не очень хорошо слышно, тогда, ну, много разных было моментов. Ну и в любом случае общение через экран — это общение через экран, а общение вживую — это общение вживую. Вот поэтому еще раз говорю, что для людей это возможность высказаться, рассказать о своих проблемах, сделать какие-то замечания, может быть, похвалить за что-то, так, может быть, покритиковать за что-то. Вот. А для членов правительства это тоже очень важно, потому что им надо учиться людей слушать, слышать, надо с людьми разговаривать. Многие у нас коллеги, ну, в силу разных причин в районы не так часто выезжают. Я вот тоже спрашивал в прошлый раз, а вот кто из вас из членов правительства был в прошлом году, например, в Нижнеколымском улусе, так, ну, у руководства правительства. Ну, кроме меня никого не было, так. Ну, это ж не очень правильно, так. Вот, поэтому я считаю, что особое внимание надо уделять нашим удаленным населенным пунктам, где на самом деле вот руководство правительства и министерств бывает крайне редко. Люди, еще раз говорю, нуждаются в общении, нуждаются в поддержке, нуждаются в решении тех или иных, знаете, порой очень небольших, казалось бы, вопросов, да, но они для них имеют значение. Поэтому отчет будет в очной форме во всех населенных пунктах. Я всегда его контролирую, и результаты, и всегда внимательно потом смотрю, о чем люди просили, какие задачи ставили, какие просьбы высказывали, и обязательно правительство в будущем потом уже будет учитывать их в своей текущей ежедневной работе. Да, я думаю, что и сами жители населенных пунктов вот во время таких встреч понимают, что правительство проявляет заботу о своих жителях. Конечно, это же как, это, во-первых, и это, а во-вторых, ну, чего греха таить, вот в огромном потоке информации, который сегодня идет у нас, да, люди порой даже и не знают о каких-то достижениях, о каких-то свершениях, которые у нас в республике есть, каких-то планах по решению тех или иных проблем, задач, которые у нас и в республике появились. И для них это все интересно, знаете, и вот я уверен, что как раз отчеты правительства помогают здесь вот такому живому, настоящему, прямому диалогу между населением и властью. Айсан Сергеевич, я благодарю за то, что вы нашли для нас время, ответили на волнующие вопросы. Приходите к нам еще, будем рады видеть вас в нашей студии. Спасибо. Вы смотрели программу «Якутия вперед». До встречи в эфире.